Всем привет! На календаре вторник, а значит, с вами передача «Спортивный интерес» и, как обычно, Батрас Илаев и Кристина Кокаева. Здравствуйте! Наш регион по праву считается спортивным, и количество титулов наших гостей в студии сегодня будет ярким тому подтверждением. Но перед тем, как раскрыть имена наших героев, по традиции начнем с дайджеста спортивных новостей. Владимир Габулов вручил чемпиону мира по боксу по версии WBF Зауру Айларову почетный знак за заслуги в развитии физической культуры и спорта в Урсуалане. Министр поздравил спортсмена с успешными результатами и пожелал ему завоевать главный чемпионский пояс в мире. Это большая честь для меня, конечно, получить такую награду, как для любого спортсмена. Это значимо, и, значит, ценят твой труд, ценят то, что ты тренируешься, и это видно, и это очень большая гордость для меня на самом деле. Другой популярный спортсмен Давид Баев провел зарядку для школьников Катгарона. Вольник показал, как правильно разминаться перед тренировками, а также продемонстрировал несколько приемов на одном из учеников. После зарядки ребята пообщались с чемпионом и взяли у него автографы. Акция «Зарядка с чемпионом» регулярно проходит во всех районах республики. Это приятно ощущать такое внимание от детей. Они прям так обрадовались, когда увидели меня, Заура, и это очень приятно бывает. А такие мероприятия очень полезны, я думаю, потому что это как-то вдохновляет детей, мотивирует на то, чтобы они занимались спортом, на здоровый образ жизни. Новую площадку для занятий воркаутом открыли в Тургеневском парке во Владикавказе. Теперь каждый желающий сможет прийти сюда и позаниматься в компании профессиональных воркаутеров. Открыли объект за счет средств фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Постарались продемонстрировать детям, насколько это увлекательно заниматься воркаут спортом. Мы пригласили спортсменов, которые профессионально этим занимаются. Я думаю, что они своим примером заразят детей, и многие начнут заниматься спортом на улице. Известные российские параспортсмены съехали в Северную Осетию, чтобы принять участие во Всероссийском инклюзивном форуме «Без границ», который проходит в Томиске. Ребята проводят мастер-классы и активно участвуют в состязаниях по фехтованию и панкратиону. Форум является ежегодным, а география его участников продолжает расширяться. Еще одной важной новостью для республики стало успешное выступление нашей команды по фехтованию. Кристина Колиева расскажет подробнее. Ангард, Кварт, Терс, Ангаш, Батман, Эфес. Большинство из нас первый раз слышат эту сложную спортивную терминологию, но не ребята из сборной Северной Осетии по фехтованию. В мае в городе Ростов-на-Дону прошло первенство Южного федерального округа по фехтованию. Сборная нашей республики показала отличные результаты. Очередной раз мы показали, что наша молодежь достойна своих старших, подхватила эстафету, стремится к победам и к медалям. Ребята выступали как в личном, так и в командном зачете. Наград выиграть удалось достаточно. Всего 10 медалей различной пробы. Из них 2 золота, 4 серебра и 4 бронзы. Кроссы бегали, на мишени много стояли. Очень было много боев, пытались закрыть все свои дырки. Нарабатывали, пытались наработать, так сказать, командная подготовка, чтобы мы друг друга слушали, чтобы каждый друг друга слушал и понимал, что делать. Лидеров в команде не было, так как каждый прекрасно справлялся с поставленными задачами и самостоятельно исправлял свои ошибки, признается капитан команды. Освоить даже азы фехтования довольно сложно. Это не просто техника, а философия. Вместе со спортивными навыками атлет получает знания о рыцарском кодексе чести. Главная поддержка на самом деле, потому что бывает много ситуаций на самом деле, когда спортсмен может многое дать команде и буквально вытянуть бой. Но если он не будет чувствовать поддержки от своих, то он не сможет вытянуть просто физически, и команда просто проиграет. Победители и призеры первенства Южного федерального округа получили путевки в финал Всероссийской спартакиады. Она пройдет в Пензе в начале августа. А пока ребята уходят на заслуженный отдых. После с новыми силами приступят к тренировкам. Предстоящие соревнования, несомненно, важны для каждого из них. Кристина Колиева, Александр Левченко, Сослан Комаев. Спортивный интерес.
Возвращаемся в студию, и сейчас я рад представить вам наших гостей. Триумфаторов чемпионата Европы по армрестлингу. И начну с очаровательной девушки. 32-кратная чемпионка Европы, 21-кратная чемпионка мира по армспорту Ирина Макеева. Президент Федерации армспорта Республики Северная Осетия Алания, 9-кратный чемпион мира и 7-кратный чемпион Европы Таймураз Цахилов. 2-кратный чемпион Европы, призер чемпионата Европы Егор Фарниев. 2-кратный чемпион мира, 5-кратный чемпион Европы Георгий Таутиев. Здравствуйте. 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 Поздравляем вас с триумфальным возвращением на родину. Спасибо. А давайте теперь попробуем посчитать суммарно на всех, какое количество у нас медалей. Сегодня медалей? Да, У меня медалей с мира, математикой Европы. плохо. Больше 30, я так понимаю, золотых медалей мира, да, и больше 40 Европы. Да, точно. Ребят, ну, у нас такого еще Можно не было в выйти, студии. Да. Ну что ж, чемпионат Европы. Такое важное событие для нашей республики. И наша школа, Остинская школа армспорта, в очередной раз доказала, что она является лидирующей. А расскажите, как все проходило. Соревнования проходили в Греции, город Лутраки. На чемпионате Европы собралось около 37 команд со всей Европы, более 1000 участников. Вот, Северную Осетию представляли 28 спортсменов. Из скольки? Так больше более 100 было, конечно. Да. Именно с Осетии 28 Вот спортсменов, да. Там и инвалиды были наши, и юниоры, и взрослые. Вот, полный состав 28 человек. Ну вот, кстати, вы сказали и юниоры, и взрослые. Егор-то у нас выступил как среди юниоров, так и среди взрослых. И причем выступил вполне себе успешно. Первое место среди юниоров, второе место по взрослым. Ну, это подрастающее поколение, я так чувствую, скоро догонит, да, наших? Феномен наших соревнований, он юниоры выиграл, и во взрослых 17 лет второе место он выиграл чемпиона мира грузина. Очень хорошо Они выступил. опасались его ко взрослым ставить уже? Не, В он таком же раннем возрасте? прошел отбор на чемпионате России, и он же был готов бороться. Егор, расскажи сам, как это было? Волнительно. В общекомандном зачете сборная России какое место заняла? Вообще командная сборная России, как всегда, заняла первое место. И во взрослых первое место, и среди инвалидов первое место, и среди юниоров. Но левой рукой, вот грузинская команда, они обыграли, они заняли первое место. Все-таки поджимают нас, да, Да, так по чуть-чуть? у них Кто очень самые сильная сильные команда команды сейчас? Но помимо именно по России? мужчинам. Да, по мужчинам. Надо отметить. К вам мы еще вернемся, Ирина. Девушки нас вытягивают постоянно. Ирин, Так что все-таки вот когда вы приезжаете, они опять говорят, опять она приехала. Ну, наверное. Как встречают, так и Жду, что не приеду. Но это только, наверное, соперницы, и то... Я думаю, все радуются, но соперницы огорчаются все-таки. У мужчин мы узнали, что грузины чуть-чуть подтягиваются к нашему уровню, а вот среди женщин как ситуация обстоит? Среди женщин нет нам равных. Там из 9 категорий, наверное, 7 у нас золотые медали. Ну, это именно у сборной России, поэтому там шансов не было. После победы удается радоваться или это, ну, опять выиграла и выиграла? Нет, в этот раз я очень сильно радовалась, потому что я ехала с травмой, я вообще не знала, буду я выступать на левой руке или нет. И вот уже когда я начала бороться, я поняла, что в моем стартовом списке еще есть спортсменка из Словакии, Ребекка Мартинкович. Она на чемпионате мира тоже после меня была вторая. Но это очень сильная спортсменка, прогрессирующая. И вот поэтому в финальном поединке у меня был такой немножко затяжной поединок, который мне даже очень понравился. Давно у меня такого не было. Сопротивление. Да, сопротивление. Я такой адреналин почувствовала. И такой, конечно, уже радость от победы, что я победила, потому что это был не легкий поединок. А правой рукой все прошло уверенно и хорошо, Легко. как обычно, да. В чем сейчас самый большой вызов для тебя, когда спортсменки, которая, в принципе, выиграла все, что можно? Вызов, наверное, просто завершить свою карьеру именно с золотыми медалями и так уйти с достоинством. Ну, до 40, мы надеемся, ты доведешь. Нет, количество. ну, может быть. Я каждый год говорю, что я завершаю свою карьеру, но не могу сказать точно. Все зависит от моего эмоционального состояния. Ну, И от травмы. мы так просто не дадим тебе завершить карьеру, видимо, да? Ну вот я хочу, чтобы вы меня подстегивали. Мы будем постоянно чтобы я следить еще за боролась. Георгий, не так давно для меня стало открытием, когда ты выиграл Хаджимурата Зулоева. Я не ожидал этого, честно скажу. Я тоже. И Хаджимурат, видимо, тоже не ожидал.
На сегодняшний день для тебя существуют такие какие-то серьезные соперники, с учетом того, что ты уже выигрываешь сильнейших? Да, но Хаджи Мурат остается Хаджи Муратом, он всегда будет соперником хорошим. И не факт, что я его смогу в следующих соревнованиях выиграть. А в зале на спаррингах как получается? Ну, в зале это в зале. Зал это не соревнование. Там ты не выкладываешься на полную силу. А хотелось бы поднабрать вес и перейти в другую категорию. Там 90, а лучше в 100. Но пока начнем с 90 и посмотрим. Трудности не пугают? Нет, наоборот, мотивирует. Тем более набирать вес в Осетии очень даже не тяжело, да. Как думаешь, почему Мурат Гасиев перешел в супертяжелый? Наел. Пироги? Ну ладно. Я хочу поблагодарить правительство наше, без которого та поездка вообще была на грани срыва. За свой счет приехать сейчас никто не сможет, короче, там огромные деньги. И Таймуразу Тускаеву большое спасибо, министру спорта Габулову Владимиру Борисовичу большое спасибо, они очень нам помогли в поездке. Вот от всей сборной им большое спасибо. Ну, вы своими медалями их очень хорошо отблагодарили. Спасибо вам за это. Недавно мы снимали документальный фильм, он называется «На характере», возможно, вы его видели, про школу армспорта, армрестлинга, осетинскую школу. И в нем мы задали вопрос, почему Северная Осетия перехватила практически с самого зарождения армрестлинга в России пальму первенства. Почему так получилось, что мы сразу же вышли на лидирующие позиции и до сих пор их не уступаем? В чем секрет? Это гены, либо это какой-то другой Сами свойство, качество? гены и наши тренера старшие, как они нам передавали, это Иналдиев Асламбек, Гусов Марат, Золоев, Мербек, Казбек и все наши старшие, Цалоев Майрам, это все старшие, которые дали нам фундамент, и они очень хорошо постарались, и вот на их разработках дальше работаем, и нам намного легче. Но хочется сказать, что свое личное мнение, у нас генетические связки у осетин очень крепкие. Я думаю, это из факторов того, что когда у осетин и у молодежи в основном, и когда вот застолье бывали, там и молодежь там стоял, держал там бокал часами. Это все поколение в поколение. Там бажик давали, кость ломали. Это все и сейчас есть. Это все, я думаю, генетически отдается. И наши предки были такие... То есть закалялась наша Конечно, молодежь да. уже прям с детства. Это И плюс еще, передается, да. наверное, с природы хороший воздух Да, горный. Конечно. Что дальше после чемпионата Европы? Какие планы строит наша команда? Ну, буквально вот в конце этого месяца мы проведем всероссийские соревнования памяти Иналдиева Асламбека, который соберется вся Россия. Вот туда будем готовиться. А сборная будет в основном готовиться к чемпионату Европы, который пройдет в ноябре, то есть чемпионату мира в ноябре в Румынии. Ну и такой же град медалей мы ждем, наверное, и оттуда тоже, из Румынии. А потом ждем вас в гости. Как обычно. После. Спасибо. Да. Я хочу поблагодарить вас за то, что сегодня вы были вместе с нами, сказать огромное спасибо за ту работу, которую вы проделываете. И результаты этой работы, на радость нам всем, мы видим. Это медали золотые, серебряные, бронзовые, неважно, это медали, и это ваша победа. И мы желаем, чтобы у вас это много-много лет еще получалось. У меня просьба, Ирина, когда выиграешь следующее соревнование, мы за тобой отправим машину. Привези, пожалуйста, все медали. Мы две машины за тобой отправим, да, две машины. Хочешь грузовую газельку отправим? Заставим тебя их надеть. Смотрите, я поймала вас на слове. Хорошо. Мы вам говорим еще раз огромное спасибо. Спасибо за то, что продолжаете нас радовать. И опять повторюсь, ждем вас в гости в ноябре, да? Спасибо. С еще большим количеством медалей. Спасибо, Спасибо, и всего удачи. доброго. И вам спасибо. Ну а сейчас к футбольной теме. Мы не могли обойти стороной турнир Алана Дзагоева, который стал для республики уже традиционным. Чем удивляли организаторы в этом году, расскажет наш коллега Георгий Гасиев.
Турнир Алана Дзагоева стал для юных футболистов настоящим праздником. Все началось с жеребьевки, что никогда не практиковалось на детских турнирах. Тренеры, вооружившись ручками и турнирными бланками, аккуратно вписывали имена своих соперников. Трудно мне оценить уровень кавказского футбола. Мы из Питера приехали, нам, скажем так, интересен, какой здесь уровень, поэтому, в принципе, и приехали. В турнире участвовали ребята 2010 года рождения. За главный приз боролись не только североостинские команды, но и команды из Пятигорска, Ставрополя, Нальчика, Махачкалы и Санкт-Петербурга. Кстати, жеребьевку проводили воспитанники остинского футбола и друзья Алана Дзагоева Хетак Хасонов и Заурбек Плиев. Мне очень было приятно, когда меня позвали сюда на жеребьевку. Мне сам написал Алан: давай, говорит, приходи. Даже говорит, нет, мне не говори. Я говорю, конечно, я согласился. Я очень близко с ним общаюсь. И мне было очень приятно прийти на жеребьевку. Церемония открытия турнира состоялась на стадионе «Юность». Министр физической культуры и спорта республики Владимир Габулов приветствовал участников и пожелал им удачи. А сегодня еще праздник футбола. Традиционный уже турнир Алана Дзагоева действительно является важным, прекрасным событием, мероприятием спортивного характера в нашей республике. Получив необходимую порцию мотивации, юные футболисты вышли на поле. Команды выявляли сильнейших в своих группах. По итогам этапа были сформированы окончательные пары. В матче за третье место сошлись питерский Адмиралтеец и Спартак Алания. Начало встречи шокировало всех зрителей. Уже к 5-й минуте представители северной столицы ввели в счете 2-0. Оправиться от атак соперников наша команда не смогла. Более того, пропустила еще 2 мяча. В ответ Спартак Алания смогли забить только 1 гол. Игра закончилась со счетом 4-1 в пользу гостей. Как сказать, я недоволен результатом абсолютно. Мы приехали, мы не знали уровень футбола, но первые дни показали, что объективно моя команда может занять 1-е место. Но дети нестабильные, и после красивых побед несколько игр мы провалили, ключевых. После этого состоялся финальный матч, в котором сошлись Ставропольский Кожаный мяч и Юность-2. Игра была настолько захватывающей, что на трибунах невозможно было найти равнодушного человека. На групповом этапе эти команды уже встречались, тогда сильнее оказались гости 3-2. В финальной встрече градус был намного выше. Зрелищнейший матч с бескомпромиссной борьбой, и пусть победит сильнейший. Ну, пока Юность ведет 1-0, как вы думаете, надо играть на удержание или развивать? Развивать, а у них были еще 2 отличных момента, 100%, которые они не забили. Но стоит отметить и наших гостей, и команду из Ставрополя, которая не отстаивается в обороне и тоже хочет победить. Тем красивее игра. Футболисты Юности выглядели лучше в движении и игре в пас. Забив 2 гола, владикавказцы продолжали совершать набеги на ворота гостей. Соперник, в свою очередь, ловил на контратаках. Финальный свисток арбитра прозвучал при счете 3-2 в пользу Юности. В эти секунды зрители могли увидеть как бурные эмоции победы, так и эмоции горечи поражения. Это был детский турнир с недетскими эмоциями и амбициями. Георгий Гасиев, Александр Левченко, Алан Суанов. Спортивный интерес. Кристин, когда мы говорим о футболе, какие первые эмоции возникают у тебя? О футболе в республике именно. Я уже собралась кричать «Алла Мадрид», а ты говоришь о футболе в республике. Одна эмоция – Алания, вернись. Алания, вернись. Да. Ты следила в этом году за нашей командой? Не особо следила, за турнирным положением не следила. Знала, что была беспроигрышная серия и завершили сезон поражением. Все, что я знала. А какое место мы заняли в турнирной таблице? Во второй части турнирной таблицы. Правильно или нет? В продолжении футбольной темы я предлагаю нашим зрителям посмотреть еще сюжет об итогах сезона. А после него вас ждет сюрприз. Завершился очередной сезон в профессиональной футбольной лиге. Для владикавказского «Спартака» он сложился неудачно, и на это есть ряд причин. В начале сезона перед Юрием Газаевым была поставлена задача собрать боеспособный коллектив, который в свою очередь должен создать предпосылки для выхода в ФНЛ. Сезон начался для владикавказцев с ухода Батраза Гурциева и травмы Руслана Суанова. А пополнили ряды красно-желтых опытный Антон Григорьев и Ника Пелиев. С самых первых матчей остинский «Спартак»
«Спартак» лихорадило. Впервые почувствовать вкус победы владикавказцы смогли только в 7-м туре. К этому времени мы уже вылетели из розыгрыша Кубка России. Как Юрий Газаев не старался, но ситуацию изменить не удалось, и к концу первого круга «Спартак» находился на дне турнирной таблицы. Итогом этих событий стал уход Юрия Газаева во время зимней паузы в чемпионате. На замену ему пришел воспитанник остинского футбола Спартак Гогниев. Заручившись поддержкой Владимира Габулова, Спартак Артурович принялся спасать положение. Победив в дебютном матче новокубанский биолог, коллектив Гогниева дважды оступается. Сначала в Песчанокопском, где проигрывает местной «Чайке», а потом в родных стенах с Дружбой. Но после этого Владикавказский «Спартак» выдает серию из 7 матчей, 4 победы и 3 ничьи. Благодаря этому наша команда медленно, но уверенно поползла вверх по турнирной таблице. Но закончить сезон на мажорной ноте так и не удалось, и концовка сезона получилась откровенно смазанной. 3 поражения подряд оставили неприятный осадок в сердцах болельщиков. А так хотелось шагнуть в следующий сезон с чувством надежды, но пока они весьма призрачны. Вот таким неоднозначным получился для «Спартака» сезон 18 и 19 года. На 10-м месте с 30 очками в активе. Георгий Гасиев, Казбек Хубаев. Спортивный интерес. Как мы и обещали, сюрприз. Друзья, сразу после нашей программы вас ждет премьера нового проекта «Культ спорта». Вести его будет замечательный человек Артем Балатаев, и первый выпуск программы он посвятил как раз любителям футбола. Мы пошли смотреть его вместе с вами. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Приятного вечера!